Друзья, всем привет! Как и каждый понедельник, мы возвращаемся в студию Найзадай, чтобы провести для вас Найзадай подкаст. У нас сегодня сапфировый, возможно, сбор. Фаниль Фархатович Рафиков, чемпион Найза и Fight Nights. Дидар Сарбас подкаст. Всем салам алейкум. Красавица Виктория 1 на 1 без перчаток. Всем привет. Меня зовут Михаил, мы начинаем. У нас много было турниров на прошлой неделе. Был турнир Найза, был турнир UFC, был турнир PFL, был турнир OpenFC, был турнир... Какой фаниль еще? Куч. Игл. Правильно, Eagle и Fight Nights. Ну, куча, чё? Куча? Куча. Куча, такое? куча FC? Куча У нас есть. свет погас, кстати. У нас погас свет. Всем наплевать. Ну да ладно. Виктория, у вас будут не белые волосы на подкасте. Да, было много турниров. Платите за свет. поэтому- Начнем мы в этот раз с Найзы, потому что все-таки мы не сделали после Найзы, как обычно до этого делали, разбор турнира. Так что первое слово у нас Виктории, потому что Дороже она... второго. А? Первое слово дороже второго. Да, поэтому второй будет у Фанили, подешевле. Виктория, как вам турнир Найза под номером 76? Я считаю, что это был достойный, крепкий турнир. Что бы я хотела отметить? Ну, во-первых, нокаут. Вот этот такой прям мощный нокаут. Я даже Какой? вчера, С разворота. С разворота ногой. Я прям сидела около клетки, я как будто все это прям почувствовала. В общем, было... Ты чувствовала, как будто тебя нокаутировали? Или Нет, ты? я чувствовала, каково было этому китайскому бойцу, который... Вот. Что я еще хотела бы отметить, как медиадиректор. Мне понравилось, что ребята начали заморачиваться с выходами. То есть был парень, который вышел вот этот индонезийский сейчас Аблай. мем, да. Он проиграл, конечно, к сожалению, но он заморочился, он придумал что-то интересное. Мне понравился наш боевой ботаник Дулат Кинизбеков, его выход. Тоже прикольно. Ну, что касается боев, мне кажется, было интересно, и мы всем ждали главный бой, и интрига получилась такая интересная. Жуман в конце сказал, что это был пранк, он не завершает карьеру, и бросил вызов Персу, было неожиданно, и здесь такой микс эмоций, с одной стороны. Я очень рада победе Жумана, и он всегда показывает зрелищные бои, опять была кровь, и те люди, которые говорили, что это проходной соперник для Жумана, мне кажется, ну, были неправы, потому что соперник был достаточно крепкий, бразилец прям выносил столько ударов, и Жуман, как всегда, показал шоу, показал зрелище. Ну и, честно говоря, я немного рада, ну, я рада, что он останется, потому что смотреть бои Жумана всегда интересно, его очень любит публика, но Жуман, просто береги себя, не пропускай удары. Это значит, что Жуман смотрит на СД подкаст. Вот прошлый подкаст Миша говорил, зачем завершать, еще все впереди. И Жуман вышел, наверное, в октагон, задумался об этом после победы. Такой Перс следующий. Они же, помните, вели один из турниров Найзы, когда Перс приезжал, они даже открывали Жуман и Перс. Они так мило общались, мне кажется, это такое будет противостояние на уважении. Сегодня Камил Гаджиев еще в итогах недели сказал, что Да. будет рад видеть Жумана в Гран-при 66 килограмм. Так что классно для него будет, мне кажется, в Fight Nights выступить или с Персом Камил будет делать подраться. Гран-при, турнир Гран-при? Да, ну Я он просто так сказал. не знал. Это сегодня, да? Да, он об этом слушал. сегодня сказал, что хотят делать Гран-при во всех весовых категориях и будет рад видеть Жумана в 66. Странная история с Гран-при. Все понимают, что вроде Гран-при шляпа какая-то вот уже. Ну и оно не идет, и Камил, наоборот, возвращается с Гран-при. Необычное решение. А ты что Интересно по турниру послушать. думаешь, Миша? Я к мейнкарду только приехал, потому что я вел там своего корреспондента на UFC. Вот. Ну, в целом мне Шаха бой понравился. Вот довольно прикольный. Шах хорошее выступление показал. И бой Жумана тоже прикольный в целом. Ну, то, что был такой кровавый. Не могу сказать, что он конкурентный был. Я конкуренции прям не увидел особо. Но просто прикольно, что Жуман... Экшен был. Ну да. Что Своего было много рода экшен крови, было много там красивых ударов. То есть не конкуренция, ну да, был такой экшен. То есть Бразил такой был куклой для битья, но который может сдачу в целом в каких-то моментах давать. Ну, я вот тоже говорил, что в прошлом подкасте, что классно посмотреть Жумана с каким-то конкурентным соперником. Мы пообщались с Жуманом после боя. Он сказал, что он еще ведет переговоры. Ему предлагали с Расулом Мирзаевым по ММА выступить.
плюс ему предлагали, и он будет драться по Намаду, я так понял, с Диего Брандау, и плюс еще вот хочет с Персом в нозе подраться. А какая лига предлагала с Мирзаевым подраться в ММА? Лига, которую у нас просят не упоминать в эфирах. А, понял. Вот. Да, Лига Октагон, да, предлагала, вот, но они по деньгам не договорились, как я понял. Ты дрался с Персом. Что думаешь, есть ли шанс у Жумана против Перса? Здесь условия, думаю, весовой категории. В Вот да, какой интересно, весовой какой вес? категории Ну, будет? 70, наверное. Ну, Перс довольно крупный, даже для 70. Ну, хотя, может, 66. Ну, и Жума сейчас мышечно набрал даже вот на взвешивание. Я был в день взвешивания, медиа взвешивания. Ну, достаточно мышечную массу набрал, но это ему идет. Он, ну, не видно, что это лишнее как-то на кардио сказывается. Такой же и Жуман. Просто то, что огневая мощь выросла, видно было, что во втором раунде, да, мы с Мишей вместе смотрели главный бой вечера, когда он попал, и было видно, насколько больно реверса было, он прикрыл, ну, Да, Да, может, закрылся, да, начал рукой уходить сломал, назад. да, скорее всего, может, даже сломал ему орбиталку. И, ну, мощь выросла, и я думаю, просто нужно будет посмотреть. Перс, я так понял, что стал более уделять внимание борьбе, а мы сами знаем, да, у Жуману чуть-чуть нет-нет с борьбой. Не всегда все хорошо бывает. А так, если примет бой в стойке, то он, я думаю, что упадет Перс. Потому что, ну, было видно, что уже держак не тот Ну, у единственное, Перс Перса. ногами, типа, хлещет. Да, и сам по себе стилистически неудобно. Он работает такой в стиле карате, да. У него взрывы, потом двигается, взрывы. И такого человека тяжело поймать. Если ты просто перед ним стоишь, постоянно прешь на него, с таким человеком тяжело работать. Но у него еще футворк хороший, он постоянно двигается. И, ну, если договорятся, я думаю, что в этом бою, ну, 70-30 фаворит Джума все равно. Кстати, помните, Перс всегда просит титул BMF. Мне кажется, вот Жуману титул Да. BMF вот самое то. Разыграть. Потому что и Жуман не выбирает соперников, и... Да. Ну, тут вопрос, что такое титул BMF. Просто в UFC-то это типа реально bad motherfucker, и это типа про того, кто Жёсткий любит парень. зарубаться, а в нозе это не best motherfucker, это типа best media fighter. Да. Ну, а если нет, если прям так взять, то под аббревиатуру, подходящую в UFC, да, подходит этот Да, под бой. UFC подходит, а под... Ну и то только к одному человеку, к Джуме. Ну да. Да, а сказать, что Перс там любитель зарубаться, нет, такого нет. Один просто выходит как best motherfucker, Да, а второй да, выходит как best получит. media fighter. Вот и всё. Получит, да, кто получит, тот аббревиатуру себе забирает. короче. Забавно это, мне понравилось, вспомнил сейчас по поводу best motherfucker'ов. Мне вспомнил сейчас историю про то, что у нас появился претендент, получается, на пояс в легком весе. Мгм. И он, Курбан. да, Курбанов, он сказал, что я типа С любым- всех с легкого веса вызываю. Вышел акула, и он такой говорит, ну нет, тут подготовиться уже надо. И он такой говорит, типа, он говорит, давай там на следующий турнир, не знаю, он говорит, не, мне если братан разрешит, тогда и будет. Короче, как Ну, ни кстати, было я бы забавно. хотела посмотреть этот бой. Мне кажется, будет достаточно конкурентно. А есть мы с Мишей сидели, я думаю, что неконкурентный будет бой. Если он... Нет, ну, он говорит, что он там, я не готовился, там что-то Да, ему было сложно пятое-десятое. Курбанову с бразильцем. вот, ну, Да, с полу. Но он который его вышел. вырубил. Он Но вырубил, но при этом такие плюхи Плюс пропускал. еще этот пацан вышел такой за один день на коротком А, уведомлении. За 2 дня там. А Тима, если подготовиться, и предыдущий бой показал, что если он хорошую подготовку проходит, то вообще я думаю, что Ну да, если неконкурентный смотришь бой на будет. бой типа Тамерлана и Тимура, и на бой Курбанова и бразильца, то... ну, прям- Конечно, но это кот в мешке, мы все знаем, все зависит от мотивации. Если Курбанов будет максимально мотивирован, может, выйдет в другой форме. Он это уже показывал, когда он бился, да, в той лиге, в которой есть лига, и становился чемпионом. У него есть там нокаут лютый, кстати. И он тогда андердогом был. В целом, да, и, Он- типа интересно. Ну, нокаут всегда, то есть, может прийти к любому, наверное, да, но в целом, то, что там... Ну, он интересное имеет вот противостояние эту по вот странам, что, типа, да, там, огневую Казахстан, мощь он имеет, что Узбекистан. и в 66, и в 70, видно было, попал-то и уронил. А сможет ли это сделать он с Тимой, ну, я не уверен. Поэтому, Плюс не понятно, ну, что с борьбой, потому что он, кстати, бразильца же не хотел, типа, с ним в борьбу, я так понял, лезть. он самбист профильный. Он пару Вообще, раз
Он с города он в Новосибирске долго. долгое время жил, А. если так взять. Мой братишка знает хорошо Мухаммаджона Курбанова. И он базовый самбист, я так понял. И он выступал долгое время по самбо, там еще что-то по боевому. И в ММА у него не такой большой рекорд, там 15-4, да, или 15-5 у него рекорд. Он в России в таких локальных лигах подрался, потом WCA он дрался в 66 килограмм. И вот сейчас здесь на Изей в 70. Но если он заявляет, и ему дадут такую возможность, то надо брать эту возможность. Ну, в целом, да, бой за титул. Да? Хорошо. Просто, да, как-то то, что и уверенности не хватило, если бы он бы реально Тиме бы сказал, да, все смело, там, следующий турнир. Да, А что так, когда там начинаешь- Но он газовал. же его вроде позвал, Тима вышел. Он сказал, да, типа, давайте любое. Он вышел, а потом Мгм. такой говорит, да как-то. Это есть же прикол, я в ТикТоке видел. Любого! Ну не этого любого! Ну не этого любого! Вы же поняли, про какого любого я Был такой сказал. фильм от создателей, я не помню, как он называется, от создателей убойного футбола. Это, была они, деревня. Да, да, разборки да, в стиле кунг-фу. Да, разборки да, в стиле да. кунг-фу, и там Вот типа, ты, чувак ты, выступает, да, и там раз встает да. такой огромный высокий, он такой, нет, ты типа, Вот ты слабый. очкарик Ты Митсубиши, слабый, там да. выходит Там качок дед такой. качок, короче, Да, 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 да. ребенок качок. Да, да. Ну, увидим, если состоится титульный бой, то интересное противостояние. Ну, может, Найза и в Узбекистане проведет этот турнир. Ну да, для Узбекистана прикольный бой, для... Но это Казахстан. единственный, наверное, представитель, который, ну, максимально близко к титульному бою. Еще 84 парень есть, да? Ну, вот 2 парня, которые могут там у себя в стране возглавить карт. Да, Что Узбекистан. думаете по соглавному бою? Доронбек Калачбакулу был фаворитом, но проиграл. Ну, мы так особо. Я не знаю, Смотрели не знаю, этого? не особо было интересно, если честно. 53 тяжело смотреть. Единственное, там, что было круто, это вот скорость. И Мгм. все. Да, бешеная Там была скорость, бешеная скорость, Мгм. и как бы, ну и в принципе, и ну, все. все. Да. Нокаутирующей мощи особо нет. Постоянно свиповали друг друга там в партере. Ну, только Прикольно было. вот 2 боя ну, во всем карде. Мгм. Это вот понравился Шахзада. Не то, что он мой одноклубник, а просто насколько даже форточки малейшие он не создал своему сопернику. Но будем А объективно. он, это какой вес-то был? 66. 66. Даже малейшего шанса не дал человеку. Он его и переборол, перебил. Плюс еще Блин, играл и- на публику. Да, типа. играл на публику, это хорошее такое качество, но чуть-чуть заигрывался. И после боя этого парня, да, увезли на скорой, настолько плохо ему стало. Ну, и на самой арене, да, будем объективны, Очень воздуха жарко, очень да. мало было. Ну вот в очередной раз тоже стоит, да, снять шляпу перед кыргызстанскими бойцами. Реально, челы хоть в какой плохой ситуации не находятся, до конца идут. Вот я, Мгм. конечно, удивляюсь иногда. И в Очень тот, стойкий, ну и в да. субботу-то насчет организации боев Black Combat проводили турнир в Южной Корее. И там противостояние тоже было такое. Сабит Дерби Жусупов было, был, да? мгм. Кыргызстан против Казахстана. Нет, И Сариев дрался. Ой, Сариев Сариев, дрался, Сариев, да. Сариев. И там, ну, проиграл. И в UFC, получается, Казахстан, Кыргызстан. Щас и у к нас UFC в Найзе щас, да. получилось такое Щас к противостояние UFC, братское. Кстати, пока не перешли к UFC, следующий турнир объявили. Да, мы Из объявили, что КВРских. следующий турнир будет 27 сентября в Оскимене. Главный бой вечера. Мы пока не разглашаем главный бой вечера, но, как всегда, будет интересно. 27 Мы первый раз едем в Оскимен, да, и Сентября. сентября. В сентябре. Все, окей. Что уже люди пишут, спрашивают. Собрался? сегодня анонсировал. Нет, Ты не с кем он собрался. Ты собрался? стал перепродавать билет? Нет, нет, люди интересуются, типа, когда следующая Найза? Вот уже- когда идите билеты выкупать, перепродаж перепродаж. когда мне там сезон дачи закрывать, чтобы уже планировать? Кажется, в сентябре еще Картошку рано. выкопал, нет? А, ты Нет. же не знаешь картошку. Прикольно. Давайте Перейдем к теперь, UFC. да. Мне тоже кажется, что можно перейти к UFC. Да, Турнир и в самое нестандартное время показа турнира в 12 часов началось дня. Очень удобно. Посмотрели, выспались. Ну, для всё кого как. успели. Для кого как. Тебе удобнее ночью смотреть? Ну, для меня утром максимально. Ну, Ну и Ну, утром ты интересно. просыпаешься под Это уже мейн-карт, главный скорее, бой, но ты не наверное. можешь посмотреть весь турнир, потому что Ну, начинается дальше. привыкаешь просто, нет, ты там в Не обед знаю, у мне многих же говоришь как, людей. Мне кажется, Не, мне очень понравилось. удобно. В целом мне, Ну, ну, то, как что бы, мне удобно смотреть, когда вот по Ничем не времени- занят, просто вечерний а в турнир обед. самый нормальный. То есть ты уже посмотрел турнир, лег спать, а тогда ты действительно полдня, получается, потерял. Да. Потом еще на второй Ну не, турнир. просто всегда так. Ну, я бодро в априори посмотрел. насмотренность у меня большая. И ты либо, да, вечером смотришь, когда в Европе проводят турниры, либо рано утром. А тут в обед,
и если у тебя какие-то дела, ты только новостной дайджест смотришь, либо Вестник ММА, когда результаты. Я первые результаты и так и смотрел, а потом уже мотал в файтпассе. Мне Кстати, нравится, что Фаниль смотрит с Вестника ММА, потом меня спрашивают, ты это видел? Ну и ты же сам говоришь, что не всегда ты сам Да, этот публикуешь. Китай-то я делал. кстати, как Диар спустился из мейн-карда в прилимы? Ну, Потому что поставить. изначально... Потому что много китайских представителей бойцов было, очень много. В прилимах было много очень Ну, китайцев. слушай, там изначально не было, это типа... Это был предварительный, типа? Это Нет, вообще это они собирали, и он Да, изначально, когда собирали, его, то я так понял, его двигали, М. и даже Тайлак не должен был драться в мейн-карде. Официально Они там- Тайлах вообще его подписали там Да. за пару недель до Да, этого, да. до турнира. И он тоже был вообще в прилимах. В принципе, изначально надо стоял. всегда ждать финала. Просто какие-то пары снялись же, Да, получается. 2, по-моему, пары снял. Просто финальный файткард в любом случае появляется только Ну, на уже UFC. там, за Да. 3 дня. Ты в же сам UFC. видел пример с Суркаевым вообще. Миш, ну что ты думаешь, в чем вот проблема Диара? Почему вот второй бой так вот, к Ну, сожалению, борьба, проиграл? я не знаю, борьба реально. Партер, Да, нулевой уровень этаж. грэпплинга, он плохой. Вот, и... не Просто как будто Уран вышел. Уран же, да? Да. Мгм. знаю, Уран, Уран да, вышел, и у него уже, ну, он, как будто у него в голове был, главное забороть, и все. Он, даже он же говорит, ну, в интервью, да, я попал, но не стал добивать. Он знал, что может не добить. Ну, всякие варианты бывают. Возможно, держак у Диара, ну, сможет он выдержать этот урон. И он сразу пошел на нулевой этаж. Он сначала Кимуру делал, потом еще 500 приемов. Так Причем у меня такое было чувство, что он Кимуру вроде бы и мог сделать, не хотел травмировать тоже, потому что, ну, не знаю. Мне кажется, он почувствовал реально, когда все равно борешься, чувствуешь силу там соперника. Мгм. Он же почувствовал, что хорошо берет. И плюс он говорит, что постоянно делал изикиль на тренировках, один из его И любимых вот он приемов. сделал, да, И этот Изикель изикиль? сделал, да. Это Редкий, да, четвертый раз в UFC, по-моему, кто Да. его делает. Причем Два или раза три из них Олейник сделал. Олейник, да, сделал. 2 раза Олейник сделал, еще кто-то сделал, и вот. Это считается прям редкий Волков прием, Это он очень сделал. же. сложный И или- Волков, да, Волков сделал. сделал Нет, он этому... не сложный. Но... Нет, Почему не так сложный, мало? но типа его на самом деле, ну не Короче, не да, каждому от него ты можно сделаешь. защититься, плюс, да, Не каждому ты сделаешь. ты на можешь самом потерять деле. позицию, тебя могут свипануть, типа, в этот момент, перевернуть. Поэтому, да, он такой. Ну да, надо обладать очень большой физической силой, либо это действительно должна быть коронка, чтобы прошла. Какие теперь у Диара перспективы? Я вот у Миши все хотел спросить. Да я не знаю тоже. Мне кажется, лучший вариант будет для него сейчас какую-то Вернуться. взять паузу вот, от UFC. Я бы, не знаю, во-первых, поработал точно над Тиком, потому что он опять Он, был. кстати, меньше, по-моему. Он был, не знаю. Он был, такая но бой мне был кажется, меньше. меньше. Не знаю, он не был меньше, мне кажется. Бой сам был меньше времени. То есть ему практически сразу попали, и потом все уже в борьбе все закончится. А первый бой в UFC у него 2 раунда все-таки шел. Вот. Поэтому, не знаю, надо точно Тик вылечить, это 100%. Ему всего 27 лет, так что есть задел типа по времени, и нужно над грэпплингом поработать. Я говорю, пока вот все равно Диар тренируется там со своими, не знаю, ребятами в близком кругу в каком-то. Уран поехал в Америку, там провел Он в сборы. Дагестане Потом проводил. поехал в Дагестан. Дагестан. Там провел сборы с Анкалаевым, с Али Исаевым. У него секунданты с горца были, кстати. Да, Ребята. Шамиль Алибатыров, Да, по-моему, был. Алибатыров. То есть, типа, он реально с самой элитой Мгм. тренируется. Уран сейчас с чемпионом UFC, с чемпионом, экс-чемпионом PFL в тяжелом весе. И поэтому дело, что когда у тебя такие спарринг-партнеры и другие спарринг-партнеры, это разница большая. Ты на спарринг-партнерах растешь очень сильно. Ну, хотя Диар тоже же выкладывал, что он здесь, в Алмате, проходил сборы, здесь тренировался. К нему там... Афро-белорусов. Ну, Марсель Сычев был, но все равно, ну, окей, Марсель Сычев, типа, это парень там из Young Eagles. Потом еще Салаш Прады чемпион Ну был. да, ну, а здесь у тебя чемпион UFC и чемпион PFL. Это разница серьезная, еще особенно по борьбе. И не будем забывать, ММА борьба это совсем другое. Ну, Горец славится тем, что у них и полутяжелый вес, там Магомедов уже есть, вот этот полу, да, Да, у них чемпион, там куча чемпион ребят, да. России бывший 93. Ну, и как будто Поэтому- Дагестан доступнее, да, чем Америка, если, допустим, так Ну говорить. да, я думаю, Диару тоже можно было Просто туда же поехать. Уран почему и в там сборы Америку пройти. поехал? Потому что он выступал в ЛФА и Да. смог оттуда как раз получить контракт, менеджерство, то есть он... Тем через Альфа Америку- Мэйл же, да? через Да, Америку да, да. нашел путь. Самое прикольное, что это зал этих мухачей, а Уран да. полутяж. Ну и там же еще Махтабек Уралбай, Да, тоже да, же да, там, да. Да, да. тоже Они постоянно вместе в угол от выходят. одного менеджерского, я так Да. понимаю. М. Вот, короче, не знаю,
Блин, при этом Дияр супер позитивный такой парень, Мгм. добродушный. Вот, Очень сколько хороший общался. парень, воспитанный, помнишь? Да, он у да, нас мне на тоже программе всегда был? вот прям за него переживаю, но как бы факты остаются фактами. Типа с таким уровнем грэпплинга сегодня в UFC, наверное, не вариант что делать. Плюс стик реально ему мешает, потому что он постоянно жмурится, в этот момент в него попадают. Надо что-то с этим Ну, сделать. в этот раз не так было. В этот раз он пытался контрить апперкотом, Он просто... вначале все равно и выходил, про- он чуть... Не знаю, ракурс камеры был такой, что Ну да, особо плюс, не да, он видно как-то он было. кинул же, да, потом как-то голову поставил, и туда и попал удар. Может быть, тоже, не знаю. Ну, посмотрим сейчас. Ну, надеюсь, что хотя бы В- последний обычно шанс же дадут Да. Об сейчас. увольнениях сразу же объявляют, да? Нет, кстати. Ну, во вторник, каждый вторник объявляют. Они же и рейтинги обновляют, и ростер обновляют. Обычно завтра будет известно, что будет. Ну, иногда и не сразу. Но в любом случае, да, конечно, жат. Ну, Но я и просто- в любом случае в СНГ подраться, там, в том же Fight Nights, в том же ACA, Диара, ну, Мгм. Кстати, заметили, возьмут. что Диар ни разу не дрался еще в этом. Как бы у него все бои, они там где-то проходят в Китае, там, в Америке, но не в Абу-Даби. Хотя как будто он такой У боец. него всего 2 боя. Да, Ну, но вообще. я к тому, что для Абу-Даби он тоже хороший вариант. К нему приедут, ну, как бы на него люди Да я посмотрят. не знаю, я говорю, мне кажется, что... Просто даже так подумать, а с кем вот ему... Ну, с какой позиции сейчас ему драться? То есть, окей, Уран, ну, реально, вот он там тренируется с топами, он очень сильный. Он это и факт. сам такой потенциальный топ. Да, Уран потенциальный топ, но бразилец до этого, он проходной был достаточно. С плохим рекордом, и его там побеждали тоже. Ну, если Ну- только кого-нибудь, какого-то Рубаку с Америки. Не знаю, ну, короче, я бы наоборот, вот, главное, чтобы... Просто у него еще есть, говорю, запас по времени. Хотелось бы, чтобы он улучшил, Сформировался да, более. скиллы как-то свои, может быть, психологически дошел до этого и потом. То есть у него реально задел еще, типа, есть хороший. А сейчас, не знаю, портить, типа, рекорд. Либо в Штатах, да, в LFA, Может, LFA, да, да, в подраться. LFA подраться, чуть-чуть, ну, градус оппозиции поменять. Как Даукас же дрался. Мгм. Человек, его уволили из UFC, он 4 боя провел в LFA, ну, там, Ну, в какой-то да, в американской локальных лиге, лигах да, да. Америки вернулся и Перейру убрал. Да, еще и причем был тоже там Нокаутом. лютым андердогом и нокаутом убрал красиво. Тоже пацан. А изначально пришел, у него 0-3, да, в UFC было. И вот Короче, да, вернулся. мне кажется, тоже вот спешить, типа, некуда, наверное. Ну, чуть грустно. С другой стороны, типа, в UFC хорошие деньги всегда платят. А просто, опять же, там, какой-то, если... Мне кажется, лучше, типа, вернуться там после 2 поражений, чем получить там 4, потом фиг Мгм. вернешься. Вот. Друзья, наша команда создает уникальный контент в рамках нашего промоушена. У нас происходит здесь интервью, снимаются подкасты, монтируется много-много видеоконтента. И видя, как многие из вас, которые посмотрели это видео, являются не подписчиками нашими, мы, конечно, хотим попросить вас, подпишитесь. Для вас это 5 секунд времени, даже можно сказать секунда. Но для нашей команды это очень большая награда от вас. Так что не жалейте комментариев, лайков и подписок. Ждем вас. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келе жатыр. Оның мен соны көре отырып сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз.
Ну да, тебя больше рассматривать никогда не будут, скорее всего. Просто да, вот говорю, там какие-то фундаментальные ошибки именно в борьбе. Ну, я вижу. Там скажешь, типа, ой, ты такой эксперт, но не знаю, что в первом бою, вот, ну, с Кимурой, который, ну, не знаю, от которой вроде бы можно было уйти. Ну, Избежать. опять же, он был там в нокдауне, можно сказать так. Что сейчас тоже в целом редким приемом. Не знаю. Короче, только удачи. Бой желаю. Стерлинг-Ортега. Не, Нет, еще там же второй был Тайлак есть. Суёнг был, наш Суёнг. Суём Да, он выиграл. Молодец. решением выиграл. Ну, молодец, При зрелищность. этом у него уже Да. 3-0 в UFC. 3-0 в UFC, Да, и никакой но... зрелищности. Да, и никакой зрелищности. Там в конце был только зрелищный, когда его ему по локтями башке начали. Да, когда его начали бить. А так, ему пока что дают удобных соперников, ну, объективный, максимально. Но Хотя вроде вот наоборот, вот этот китаец, он типа, ну, местный был. И такой местный, любимый. а рекорд ты его видел? Да, согласен. Ну, все. Но в любом случае выиграл. Нет, молодец. он Это уровень выходец из, UFC. Ничего мы не нашей говорим. лиги. Он чемпион лиги Молодец. НАИЗа. Но на данный момент Не, мы он не видели, был что с ним чемпионом. сделал. Почему? Был, был да. чемпионом Он лиги потом НАИЗа. Достан забрал. его Да, забрал. да. Мы видели, что с ним Достан сделал, да? И сказать, что он все умеет. У него ударка неплохая, грэпплинг неплохой, спину забирает. Но не сказать, Ну, ему что он машут, там короче, яркий, да, финишер. Он работает вот от ситуации. Он слушает свой угол, он не рискует. Ему говорят, там, потяни время, он тянет. Ну а чем бой запомнился, что ему начали в конце. Да, по башке. Да, Если был бы какой-то 2008 там или какой, не помню, когда песня была популярна, все танцуют локтями, мне кажется. да. Нет, тот Стал пацан бы клипом. прям жестко еще, знаешь, и главное, он А у тоже него у пытается Суёна- что-то сделать. У Суёна угар в том, что у него ручки короткие. Вообще У нереально. него маленькие ручки. И поэтому- очень большая Да, голова. где типа он руками достает, там человек локтем достает. Да, да. Не знаю, я запомнила локти Тайлака. Тоже еще один наш боец. Вот там вот локти так, это вообще. Можно ему А взять- колено не запомнили? можно Его ему колено. взять- Можно Ну. взять ему никнейм Тайлокоть. Тайлок, да. Тайлунг. Ну, молодец, Да, парень. пока непонятно, что у него с борьбой. Ворвался, но да. Тайлак? Ударка лютая у него. Да. Ударка лютая. И то, что умеет своими габаритами пользоваться. Как он Гранд Паунд проводил. Он прям намного, да, выше был соперника? Да, и он еще сказал, что в 70 хочет Я вот тоже спуститься. не понял, как он хочет, да. спуститься. Но габариты и тем, как он умеет своей антропометрией пользоваться, это, ну, заслуживает. А расскажите, Более. вот смотрите, он провел запрещенный удар. Да. И если бы его соперник отказался продолжить бой, Дисквалификацию ему могли бы... дать. Да? Ну Ну, да. получается, соперник Ну, там по согласился? усмотрению рефери, он же смотрит, если это намеренно, и видно, что намеренно, да, Мгм. то дают дисквалификацию вроде. Да, да. Если там случается какая-то такая, то дают no Но в contest. целом рефери был готов дать уже дисквалификацию. Дисквалификацию. Но он 2 балла снял. Да. И в любом случае Тайлак, Тайлаку Спасибо нужно должен было... сказать сопернику, что Мгм. тот Чтобы решил Да, Продолжил. Кифер продолжить. Кросби. Я давно за ним наблюдаю. Это тот человек такой. Он зала Конора Макгрегора, кстати. И Он ирландец, ученика, да, ученик Кавана. Он в Беллатере там плюс-минус таким с успехом не очень хорошим выступал. 4-3 у него рекорд в Беллатере был. И в UFC сейчас у него 0-3. Но старый, возрастной. И было удивительно, что он даже перерыв на 5 минут не взял. Вот этот Да, хотя полностью. тебе дают 5 минут, говорят, типа, хочешь. Там, мне кажется, он злой был от того, что ему накидали этим локтями. Да, Думаю, да. сейчас я Показал отомщу. свои инструменты, которые отвечают за характер, но ему не в пользу сыграло. Брал бы пример со Стерлинга, да? Ну, молодец, то, что правда, То есть, если по сути, взять, он был, Тайлак был да, на очень ниточке близко к... к дисквалификации, Дисквалификации. потому что было видно, что он видел, что человек находится не на 3, Да, не на странный 2 поступок. точках. Интересно вообще, чем мотивирован был. Мы Ну, хотели на этот, эмоциях. пытались записать его, он согласился, но потом он потерялся, куда-то он пошел праздновать. Тайлак? Да, я просто вот я отправил туда корреспондента, он его ждал в гостинице за часов в 6. Короче, да, не дождался. Но инстинкт убийцы у Тайлака присутствует. Вот он почувствовал, что... Не, и 20 удары у него прям тяжелые. Вот если вспомнить его даже бой здесь с Пумой, как он Да. его жестко нокаутировал. Ну, у него локти, он Чем-то вообще- Вообще Пратеса, локти чем-то у- Пратеса Ну да, напоминает кстати, даже, кстати. да. Вот даже вот с кем сравнить, вот с Пратесом можно было Я сравнить. даже думал не только Пратес, потом Донченко тоже. То есть Да, Мгм. тут он вот у такой него тайский, типа, хорошие локоть, локти тайский и локоть, тай-локоть. Гранд Паунд грамотно умеет добивать. И так. Можно быстро, Удивительно. кстати, отступление тогда сделать, раз заговорили о Пуме. Пума Выиграл. Тоже подрался. да, на серии из Наконец-то. 20 поражений. Из В главном- 20? Ну,
Ну, ладно, А, это я шучу, ну конечно. Ну там да. поражений Но 6-5 много было. точно. поражений, его привезли тоже опять, мне кажется, на убой, повезли его в Самару. А вот И то вот, он- кстати, я тоже посмотрел, 7-8 Да, но рекорд. но Готовцев, ой, Готовцев. Готовцев я просто знаю, он именно такой местный, типа, самарский парень, его любят очень, ну, такой Крепкий, да? местный, да, самарская звезда. У него с боями там, вот говорю, он чередует победы и поражения, но определенно Пуму привезли туда, чтобы, типа, побить бразильца, вот, а Пума вообще деклассировал его, и там у него двое судей поставили 30-25. 30-25. Это просто разгром, да? Ну да, типа, Ну, два вообще. раунда 10-8. да. 10-8. И этот. Это прикольно было. Даже не 10-8, 10-7 кто-то дал, получается. Нет, почему 10-8? Типа, получается 8-8, 8-8, 16. 20, Ну, 26 получается. 25. 25. 25. Ну ладно. алгебра. Алгебра. Не мой конек. Высшая математика. Высшая математика. Ты еще, главное, знаешь, так уверенно говоришь, что я сомневаться начинаю в своих уже. Молодец. Давайте Главное, к А Юлии я бой, кстати, не вернемся. смотрел из-за Главное, ока. уверенно писать. Я тоже Ну не ладно, смотрел, я даже отступим, забыл. потом мы И там, вернемся к кстати, опытным нет, да всем. ладно, просто все равно отдельно. И там про наш еще один боец Иван, дрался, да, выиграл. Иван Данилов тоже выиграл. А, Пришел- Выиграл, пришел выиграл. Да, на он дрался в весовую нозе, выше и 7-7. вырубил Молодец. парня, хотя там, да. Тоже крепкий парень там был. А, он где дрался? Выиграли? Нет, в Open. В Open. Open А, все. Open. Мы как вообще, что-то А, мы... Нет, он просто отступил. Да, он Мы Мы пропустил. от А мы Тайлака просто, знаешь, перешли к отдельно, Пуме. типа, про Open, наверное, нет смысла говорить, поэтому Согласен. Да, да. через Тайлак мы пришли к Пуме. А Данилов это тот, кого Саралапов Саралапов нокаутировал, Да, да. жестко отправил на нокаут. Причем Данилов вот тоже стоит отдать Крепкий должное. парень. Ладно, Да. крепкий, ему пофигу, вот его нокаутировали, он через месяц новый бой взял. Еще, вот у него там уже за, по-моему, последние 3 месяца еще 4 боя, вот ему пофигу, так чик-чик-чик. А он выигрывает вот эти Ну, последние? выигрывает. Да, У него выигрывает. винстрик сейчас 2 Он или в 3 Open, по-моему, победы. проиграл Один за раз пояс. после Саралапова, да, И проиграл. потом вот победы, 2 победы. 2 Да, победы. я помню. Хороший парень. Ну, вернемся к UFC. Стерлинг, Ой, Артега. какой скучный. Ну, не сказать скучный. Ну, Там не знаю, Миша я говорил, не что посмотрела. Стерлинг жалел, а в итоге оказалось, что не Все жалел. равно, мне кажется, жалел. Да, Локтем вил А попал. он не локтем, он даже руками не особо не бивал. Да, Локтем попал, и в Локоть итоге он у него разбился. Блин, ну разбился какая ударка локоть. у Стерлинга отвратительная. Не, он не, ну он, А кстати, что, у просто не Артеги бил. хороший? Объясните Ну знаешь, мне, у почему Артеги Артеги такой- получше как будто, Да чем... Не, бой с тенью. Потом смотришь повторы, они даже, ну, по лицу вот максимум до плеча, наверное, дотягивались. Визуально, когда ты смотришь, ну, тебе кажется, что даже, ну, как будто до перчаток касается. Но медленные, когда повторы показывают, реплей между раундами, они, там ни одного чистого мне удара. кажется, Там что один он- вот так Мне бьет. кажется, они как второй собраться. вот так бьет. Кстати, Почему, там Миша, даже это был вообще момент, Пятираундовый был бой. момент, Стерлинг попал в глаз Артеги, но это было Да, законно. да, ну вот так Это он было попал. законно. И можно было даже остановить бой. Ну, там, типа, посчитали, что в глаз. Ну, сюр какой-то был. Не, ну а что они хотели? Поставили 2 борцух, блин, в этот, как его, Я вообще не понимаю, зачем мейн-карт. они Еще 5 сохранили. раундов, я думаю, почему Вот, 5 почему раундов пятираундовый берутся? бой, Миш? Я вот Без пытаюсь понятия. спросить. Так, А вы так, все. так. Эфирное время продали, вот. Я вообще в нужно шоке, что было его заполнять. сохранили этот бой. Парень, типа, день назад падал в А, обморок. его что-то скорая, да, прям увозила? Так Чё-то у него он на там вообще фейс-то-фейс было. после взвешивания вот так Я шел. говорю, он в А. обморок упал же ещё потом. Это из-за весогонки или что с ним? Да, да. Так тяжело прошло. Да. Кстати, заметили, Артеги вот эту прическу вообще не Еще идет. и бой был уже в промежуточном весе. Побриться Да, надо да. было. 70 килограмм почти. В итоге, да, какая-то дичь. 69,5. И сейчас вообще у Артеги же, типа, в последних 5 боях 1 победа только над Иером Родригесом. Зато над кем? А я Родригес Один как раз вот он травмировался. Нет, он его задушил же. Задушил? Он задушил треугольником. Ну, у них Ручным. 1-1 же, по-моему. А, да, это когда Да. Артега травмировался. Да, на Артега плечо. травмировался, да, в первом бою, во втором. Ты вообще слушал подкаст? Мы уже сказали. Айка, спи дальше. Айка, спи Спи дальше. дальше. Жесть. Так, UFC было. Ой, блин. вы на ИЗ-76 обсудили? Там было... Жуман, оказывается, не завершает карьеру. Ты где была? В другой Не, вселенной? а вот смотрите, реально, если после такого поединка Стерлингу еще титул не дадут, я вообще не знаю. Нет, ему Не, ну не дадут там А на он же очередь. сказал, я стану Не-не-не, чемпионом. там сейчас, я думаю, Лопес, Да, конечно, если щас победит, есть- может реванш Они будет. захотят Сильву, мне кажется, наоборот. Сильву, да, Не-не, Лопес. там же это же И будет сейчас раз. есть Мерфи. Ивлоев, есть Мерфи. Не-не, Мёрфи. Мерфи, скорее всего, сейчас будет Так за сейчас титул. дофига драться. кто есть, типа, и точно не Стерлинг. Стерлинг Не-не-не. никаким вообще не подходит. к Ну, титульному бою. А у Предыдущий них еще бой и бой, с получается, Ивлоевым же мне был не понравился 66 в очень. любом случае. Да. Да-да-да. Еще и бой... Ну, типа, в рейтингах точно. подвинется Стерлинг, по-любому. Я вот, Артега же я выше этот ставил. бой смотрел,
И вспоминая слова Мираба, когда он нахваливает Стерлинга, он там машину, у него ударка мощная, он это, да блин, он в бою. Ну, слушай, тренировки Нет, и но он бои это же- разные. Он же говорит, Миша, он жалел Я вообще, Артегу. да, он реально бил не так. Они вместе тоже Думаешь? с Артегой тренировались все время, мне А. кажется. Кентишки они курили вместе. Ну что-то в конце он прям разошелся. Он Кажется, тоже по что- корпусу, он по Разошелся. корпусу как-то, когда вот даже он мог бить по голове, он бил не по голове. Не знаю, мне показалось, что он типа не хотел типа его уже. хотел. Они добивать. почему? кино крутили, короче. Ну, они вместе тренировались, типа, А. товарищи. Товарищ. Айка, можешь же этот? Я понял, ну что, нам надо Мы- этот... у Вы нас можете здесь сесть сюда? Давайте по Ладно. порядку, пожалуйста, по порядку. Айку Что за посудить. трэш? Вы не обсудили. Что, мы заканчиваем? Давайте Время? главный бой обсудим. Да еще нет, бой Павловича, надо тоже поговорить. О, тоже печальный бой. Ну, мне не понравился. Ну Я да, даже рад, ну. что я этот бой не посмотрел. Да, ну, не, на А самом я деле, он, смотрел. то есть, типа, был, честно сказать... Ну вот люди он был- обвиняют скучно, но скучный все было, равно да. же выиграл. И Ну, все результат привыкли есть каких-то, Нет, кстати, результат есть бешеных- результат. Да. Но королевский дивизион, и здесь все равно ожидания от болельщиков именно от и от Павловича. руководства, и от Павловича. больше Потому что виноват- Павлович, когда заходил в UFC, он сразу поднял такую планку. Мгм. Его сравнивали с Нгану. Белый То, Нгану что, да, буквально белый называли. Нгану, да. Что не попадание, то люди валятся. А здесь я понимаю, что да, люди после ряда поражений меняют стиль, там, меняют. Но настолько быть осторожным, но это, ну, не знаю. Еще ладно бы у тебя не получалось. У него получается попадать, и он останавливается. Кстати, вот Павлович после боя говорил, что он попадал тяжелыми ударами, но только черышка типа очень крепкая. Да, он Так и- было? Не ну, нет, сказать, было, но он было, попадал. Ну и прикол в том, что он еще бы, например, 1-2 удара добил. Да, Да, не развивал успех. понял. Вот в Там, этом. там было так, что Акосту типа Ему качал, угол он- сами Да, да, да. кричат Павловичу, развивай атаки. Он бах-бах, отскочит. Мгм. Лоу-кик пробьет, отскочит. А тот вообще, кроме лоу-кика и каких-то коряги, да, еще бросал вот этот Ну, а Коста. Коста же, да, просто огромный детина такой, хотя тоже рекорд А ты у него думаешь, неплохой. Миш, почему вот Сергей такую тактику выбрал на этот бой? Да, ему победа нужна Просто, была да, любой ценой. хочет осторожно заканчивать бои, не знаю. Он же после поражения, не знаю даже, наверное, после Волкова? поражения, нет, Нет, Волкова, от Аспинала, я наверное, думаю, да. что когда нокаутом отлетел, М, там сильный, ну, мощный был Потому нокаут. что он сам, да, попал вроде по Аспину, но Попал, потом- но при этом человек ответил А и что, попал думаете, тоже начал в- сомневаться в своей мощи? Да просто не хочется, да, не хочется, может быть, упасть. Урон пропускать М. никто не хочет. Максимально, когда ты с целым лицом выходишь с октагона, ты сам довольный, Ну наверное. вот и теперь для матчмейкеров UFC непонятно, типа, что для него дальше делать, потому что С Волковым он до этого реванш. был такой очевидный претендент на пояс, а теперь сегодня уже и не очевидный. Потому что Волков, если победит, то и не захотят UFC делать им реванш, ну зачем это делать? А если Волков проиграет, тогда, может быть, и сделают А Волков с кем драться будет? с Альмейдой. С Альмейдой. Ну, А, скоро вот. будет. да. А с Альмейдой В Рио. дрался Павлович? Нет. Ну, Не-не. пусть Павлович потом с Альмейдой дерется. Как будто. А просто реально вариантов-то толком не осталось. Да вот Кертис я и говорю, Блейдс. что это вариант не остался, чтобы, типа, сделать хорошее для Павловича. Думаю, если, типа, Кертис UFC Блейдс. будет- А если просто сделать бой, можно. Да, типа, я и говорю, что если UFC будет пофигу, типа, на Сергея, то они могут ему вообще дать какого-то непонятного, там, не знаю, Кертис Да и в Блейдс. целом, как будто... Шамиля Газиева могут дать ему, ну, условно. Сейчас в тяжелом весе вот сейчас подерется Аспинал с Сирил Ганом. И тоже непонятно, кто там следующий, к примеру. Почему, понятно, победили пару Волков Альмейда. Думаешь? Да, и Конечно. говорили, что уже это... Вообще Волков же должен Претендентский. был... Ну, Он изначально же, все Волков- же говорили, что он выиграл Гана. Да, да, и Альмейда тоже говорили, что это, типа, один из главных претендентов. Вот сейчас, типа, у них претенденты разыграется. Волков, Мгм. Альмейда. То есть в тяжелом весе понятно достаточно, типа, кто должен быть. Следующим. Ну да. А когда дерется Волков? В Париже. В Рио. Ой, в Рио. А. В Рио. На этом. Главный бой вечера, да? А. Оливейра Физиев будет, да, главный бой вечера? А на этой неделе не будет, да, вот в следующем? 6 сентября ближайший будет. Да, в Париже. Вот там в Париже будет турнир. В Париже и Мава будет. Да. Да, Да, твой Бараев. любимчик. Мой любимчик. Как вам главный бой вечера? Никак. Мне понравился, веселый. Ему Весёлый. понравилось. Ну, на фоне остальных боев, конечно, Ну, в целом веселый. очевидно было. Неожиданный. Да я не знаю, финал. я не скажу, что неожиданно. Ну, Уокер. как китайский? Жанк. Жанка был же фаворитом явно.
Ну, И он явно такой был прям фаворитом, финишер. Не да. фаворитом, но не было ключей таких. Они к оба, победе. типа, да, оба падают, оба, типа, нокаутируют. У Мгм. Жанга только в первом раунде он может нокаутировать, во втором раунде он проигрывал всё. Аскару Мажарову. То есть Аскар Мажаров — это человек, который обманул UFC. А, Обманул? да. А, с рекордом? Да, это человек, который реально всех обманул, попал в UFC, в первом бою проиграл жестко, еще и на допинге попался, А короче. интересно сейчас, чем занимается? Он там на серфинге катается, ну, типа, такой. Ну, он такой супер какой-то. Не хочу говорить. не очень Плохое? хороших- Да, плохих слов. Ну. Ну, сами подумайте. Джонни Уокер прикольный, он Короче, Остап Бендер от харизматичный. мира ММА. Хорошо. Вот. И в целом Джонни Уокер, он все равно, ну, намного у него серьезнее была позиция в карьере. Он с Анкалаевым 2 раза, ну, в принципе, со всеми топами практически дрался. Передрался Куцелапы. совсем. С Куцелапы Куцелапы. 2 раза И дрался. хоть он типа и там мастер по отлетам тоже, у него даже есть это- Самые красивые отлеты да, у очень него. красивый. И у него еще есть этот даже отлеты на спаррингах, где его там 19-летний пацан 2 раза отправляет Да, в да. нокаут. А как он кричал после боя, типа, у меня есть челюсть, типа, что такое? Или он это комментировал Ну, где-то? если- Да. Ну, реально, отлетал он, вот, что-что, Уокер мне запомнился тем, что он красиво отлетает нокауты. Да. Вот Ну, это сперва он вроде отправляет- нормально, потом... Он отправляет нокауты, прикольно, типа, Да. еще падает, там что-то делает. А типа, мне прикольно. запомнилось, что он такой, все, он танцует все время на выходах. Какой-то он такой вот харизматичный, у него Инстаграм прикольный, да? Он вот такой боец запоминающийся. Брат у него в России живет. Да. Такой У прикольный. них, да, если в этом. Ты видел этот, что Вольтер выложил? Чё? Не видел? Когда они Инстаграм. брились? Это он типа, под матушкой Нет, земля нет, выходил, сегодня, да? Чё он выложил? Ну, посмотри потом, он я не буду это пересказывать. Какой-то дикий у него сторис там всякие, рилсы. На это смотреть надо. Тоже, ладно. да, надо подписаться? Подпишись. Ну да. Короче, Совместный турнир Eagle FC с Fight Nights. Да, память Абдулманапа Нурмагомедова. Special for... Ну, Фол. после этого можем проговорить еще про Суёна. На ИЗУ 76. А, про Суёнга? Суёнга, да, про Суёнга давайте. И потом еще раз проиграл. Я очень рада за нашего бойца Мирбека Талигенова. Наш Мори выиграл. Я, к сожалению, не смотрела этот бой. Просто У него у выход нас в это красивый время был. был Чёткий. наш Да, турнир. там же был А, танец национальный. Да. Хасак там? Там Хасан. Хасак, да. Хасак. Классный. Батыры были, четкий выход. был. Молодец, Мори. Молодец, вернулся. Он должен был подраться в октау, но там не получилось, снялся соперник. Мори? Да. Да. Мельбек И вот он подрался. вернулся. Мгм. Как выиграл? Не По слову. знаю. Задушил вроде. Да, удачно, Задушил. по-моему. Да, в целом турнир был посвящен памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Там ценен был не так карт, как ценен был состав Гостей. 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 Потому что приехали все вообще. Там был Хабиб, Ислам, Умар, Усман. Умар, Умар, Усман, Усман. потом Все был, были. да, Анкалаев, потом был Анкалаев. Саадулаев, по-моему. Ну, короче, там Тухугов, все были все были. вообще. Все, да, все, кто... Там И наш там- Рамазан Гасанов, да, дрался? Там репортажи были, Дрался? да. Да. Ну, как наш, он сказал, что уже завершил контракт. с И- Но он Найсом. под казахским флагом выходил. Да. Но он Потому сказал, что что, он завершил, Костанай да, же у него принял. закончился Он же контракт с Костанай Найзом. представляет. Да, АБТМ. АБТМ. А, БТМ представляет? Да, уже? да, да, да. Да. Мы как раз ехали с турнира и смотрели этот бой. Я только после этого понял, почему Гена сказал, что мы с ним одноклубники. А, Это типа одноклубники, знаешь, что в смысле они вместе тренируются, в смысле, что он представляет один клуб. Понял. Ну, прикольно. Че? Да, в целом там был такой самый интересный апсет, самый интересный бой турнира. Кунченко. Да, это Кунченко Алексей, это Аха, экс-боец против, да. UFC, экс-чемпион М1, 41 год, и он такой ветеранище, и его привезли как там, На убой. жертву, да, для молодого бойца из команды Хабиба Нурмагомедова, и он на классе переехал Алхасова. Во втором раунде, кажется, Во да, втором был? раунде, да, да. да. Но в Кикио. целом он, да, Забил. просто именно вот опыт, конечно, не пропьешь. Ну, И не пьёшь. чутье вот это. Он сначала защищался первый раунд Да, очень хорошо. очень круто. А кто был главный бой? Это Вот. вот они. Они главный бой вечера были. Чем, может, И... про Суёнга? А потом... Про главный бой. Потом про Тайлака и еще раз. В целом, да, вот говорю, карт. Еще был парень с Туркменистана, да, запомнился, который апсет тоже Я единственное, почему его замутил. запомнил, потому что его Ислам Бабаджанов, Бабаджанов, он просил, да, чтобы его добавили закинул. в карт, да, И он Ислам там был, типа, говорил, как что менеджер, тренируйте борьбу. Трэш. А что Я было-то? тоже это- Он говорил, ну, он выиграл сокомандника Хабиба Нурмагомедова. И он говорил, когда бой закончился, он задушил, он говорит, они думали, что они меня заборят, тренируйте борьбу.
Ну да. Я Смешно. слышала, задавали вопрос про тебя, Камилу, да, на пресс-конференции? Да, да. Гениат наш друг Да. вообще. Генояд. Гениат. За- Хорошие у тебя друзья имена. не знаю. Ты вообще сам что хочешь? Я? Да, Я хочу кроме вернуться. $1 000 000. Я хочу вернуться в ноябре. Вы сами знаете где. Возможно, скоро уже и объявят. А дальше видно будет. На следующий год мы разговаривали, кстати, там друзья полетели, кто проводил турнир в Павлодаре. Они Мгм. были на турнире Fight Night. И они разговаривали с дядей Камилом насчет ежегодного вот этого турнира в феврале, но уже по ММА. И если получится, ну даст бог, все карты лягут правильно, то я хочу дома подраться в феврале. Они Тогда это планируют же- сделать с там Эдиком. в Это ММА? же не карты лягут, а карды. Потому что это карда составляют. Понял? Курлы. Голова. А Fight Night планирует Воробей, вернуться да. в Павлодар уже с Да, турниром уже ММА. с турниром по ММА. Ну и плюс Найза, не раз говорили, если совместный турнир сделать, вернуться в город Павлодар уже с турниром по ММА, потому что многие хотят. Ну и, кстати, к провести. февралю может и решиться там Вартанян против Да, 9 Пираева. лет, 9 лет не проводили турниров. Какой вообще. Пираев, он хочет с ним драться. Нет, к февралю уже, может, они подерутся. Да, я думаю, нет. Эдик думаю, уже тоже. изначально сказал, что после боя с Салиевым он не будет драться, он поедет урожай собирать. Я думаю, и А. Марифу сейчас типа не до И боев. плюс еще я так понял, что ACA ну, сильно заинтересован и максимальные усилия будут предпринимать Чтобы сделать для, третий бой с да, Абдулазизом. с Абдулазизом. Поэтому он паузу возьмет, а дальше видно будет. Плюс еще сейчас в сентябре будут драться. Алиев Сарнавский, там, Гончаров еще будет драться. Посмотрим. Сейчас... Но ты к ноябрю будешь Да, готов. главная задача для меня сейчас, я, грубо говоря, год уже не выступал по ММА. Бокс это и, ну, спортивная практика, но это не ММА. И мне нужно, ну, такую репетицию сделать, да, грубо говоря, к большому бою. Посмотреть себя уже снова в ММА с новыми скиллами. Потому что я думаю, что буханка чуть-чуть сильнее стала. Ну, разговоры шли. Ну ты и сейчас большие- тренируешься прям регулярно. Ты Нет, в форме. Нет, я Или уже, кайфуешь? ну я всегда регулярно тренируюсь. А сейчас проходим первый этап физподготовки. Утром я вот сюда пришел с утренней тренировки. Был ОФП, был бокс. И, ну, Бёрпи делал? Бёрпи нет. Я знаете, Берти что еще делает хотела она. обсудить? Классную новость. Какую? Что наш Шавхат вошел в Pound for Pound на 15 место, да? Да, Это круто. топ-15 вошел. Как Миша мы это в говорил, прошлый это раз второй же вроде прецедент. Нет. Нет, не Тогда говорили. еще- нет, это же во вторник стало окей. известно. Второй прецедент это когда Третий. третий, да, Арман Сарукян попадал. Шавкат. Те, кто не были до этого чемпионами, либо не являются чемпионами Попадали, сейчас. ну, третий раз, да, такой попадает. И на Человек. прошлой неделе была такая информация в паблика гуляла, что как будто бы в разработке бой Брейди и Шавхат. Нет, Но уже же Эдуард опроверг и это. Эдуард проверка, и Саят Мгм. прям в Твиттере вроде, да, сделал сообщение такое, что информация не проверена и не нужно выставлять это как за правду. Ну да, Шо- более подробно можете посмотреть в интервью Вестника моей. Да, Шону Брэди не везет в плане то, что понятно, да, Шавкатом ему рано для возвращения, но он же постоянно вызывал Яна Гэри, и Ян Гэри отказывается. Мы И еще, он же- видишь, не знаем, кто будет страховать бой. Точно кто-то будет из 77 страховать бой Махачева. Ну, или скорее Да. всего, и Брэди может. Если это будет Брэди будет, страховать. то можно сказать, что ему повезло, потому что если ты страхуешь, то в целом тебе могут дать следующему. Ну, Ян Гэри страховал Обычно, как да, и всегда. поединок. Кто страхует, он следующий получает бой. Да, Ну, но я по говорю, статистике. Ян Гэри страховал Билала и Мадалену, и титульник не получил. Ну, это, грубо говоря, сейчас на самом деле самый конкурентный дивизион это 77. И там, что не имя, то претендент. Вот взять Шавхат претендент, Гэри претендент, Брэди претендент. Вот, троих я уже Камару. назвал. Камару 4 человека. Не будем списывать Эдвардса со счетов. Вот, уже 5 Списали человек. уже. Ну, списали, но я имею в виду, он все равно до сих пор, ну, там, входит. Да-да-да, в топе он был. Дарлин, Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Арман Сарукян страховал титульник Оливейры с... А там политика с непонятная, там Там- все под топурию делают. И я думаю, максимально будет Но отдалять при этом бой. у Армана же был шанс тоже титульного боя. Поэтому он Ну, сам его как бы... Да, потерял. ну там топуря, там
можно сказать, одна из самых больших звезд на данном этапе в UFC. И все будут делать для того, чтобы максимально он был На подольше, хайпе, короче. подольше чемпионом, да. Я не удивлюсь, если Пимблета дадут. Да пусть дадут. Реально, вот честно, охота, чтобы Пимблет подрался. Почему? Молодой, горячий. Ну, знаешь, Ты же сейчас... его не любишь. Да, А он и не да я любит, и Топурию не люблю. А, ты никого Пусть не вдвоем любишь. дерутся между собой. Вот два А, моих да, обоюдный нокаут. А прикинь, Пэдди выиграет, прикиньте. В плане там что Может в быть. топах-то остались там одни ветераны. И, как, ну, знаете, Свежая кровь. мне очевидно, что Топурия всех нокаутирует. А Пимблет, он хоть там, ну, не пробитый. Не пробитый. Он хоть Он и интересно, говорит, что да. да, интерес сделает, там, раскачает бой, у них какой-то конфликт. Да пусть дерутся Ну, вот эти уже два, в короче. рамках, да, прикольно. Но на самом деле, если взять со спортивной составляющей, 77 это нереально конкурентный дивизион на данном этапе. Мы Самый Махачева не конкурентный. назвали шестой. Да. 6 человек, которые, возможно, ну, в любой момент могут подраться за титул. И Ну, это сегодня Хабиб сказал, что уже официально это просто UFC хотят сами объявить. Ну, Ислам говорит, что контракт еще даже не прислали, поэтому осталось только подписать и дату поставить, да. И, ну, блин, правда, мы редко, наверное, сколько я уже смотрю, по-моему, больше 10 лет, и это вот, наверное, за долгое время такой дивизион, где настолько топов много собралось, и все, ну, кто Ну в и не пике, старые, типа. да, и не Да. старый, кто-то в пике, кто-то чуть-чуть, может, ниже пика, взять того же Камару, да, но они очень опасны. И, ну, правда, интересно смотреть. И нашему Шавхату все тяжелее и тяжелее, да, становится из-за того, что такой конкурентный дивизион. Ну, максимально А конкурентный. зато прикиньте, как если вот он, дай бог, дойдет до титула, выиграет, и дальше у него одни крутые претенденты, и если он будет их проходить, у него медийка, я не знаю, она будет как Хотя у Шавкат сам Махачева. говорил, что типа хочет вроде титул забрать и завершить карьеру. Ну, можно стать паунд-фо-паундом, правда. да, Если да. ты пройдешь вот эту эпоху максимально опасных бойцов, можно Мгм. стать, ну, правда, По сути, паунд-фо-паундом. да, И сейчас- одним из лучших Ну да. в 77 По килограмм. сути, Шавкат, Хамзат сейчас на 10 позиций же стрельнул Да. вверх после Ты победы. какой считаешь, вот сейчас был? заслуженно то, что Конечно, он заслуженно. обошел Пантожу, да, по-моему? То есть он Ну, четвертый? сравнивать, да, сравнивать как Да всем Пантожа. пофигу на 57 килограмм. Реально, нет, тут я говорю, это уже давно Вот же. обидно, ты весишь Да меньше, почему и всем обидно? пофиг на тебя. и Ну ты твои классный проблемы. Ну делай боец. что-нибудь, делай что-нибудь Чего такое. Вырасти. терпеть? С Вырасти. Хамзатом Чимаевым. Нет, да серьезно, ну, Хамзат Не, с Чимаев точки не только зрения медики я дерется. согласна. Кстати, насчет вырасти. В Black Combat дрался соперник, он чемпионом стал в 70 килограмм. С Алиби дрался бразилец, помните, они бой Мадруга? год. Да, Мадруга. Он стал чемпионом Ну, в 70 серьезно? килограмм. Классно. Серьезно вам говорю. Из 70, да? 57, Три весовые. Ну, с 57 ну, поднялся в 70 покушал. килограмм У и него чемпионом стал. бургерная же в Рио-де-Жанейро. Прикиньте. А как у него физическая форма? Ну, он крепкий, ну, прикинь, 165 сантиметров, и он стал чемпионом. Ну, типа, Прикольно, я не знала, молодец. вот я вот. Такой дерется комод. Видите? Приглашайте правильных людей, Да. которые смотрят Я до сих ММА. пор помню тот бой, для меня это еще лучше. Прикинь, я сам удивился. Я еще сначала, когда зашел, Шурдок, у него крайние бои, ну, в лайтвейтах, я думаю, ну, опечатки же часто бывают. Давай листать, короче, смотрю. Ну, редко, правда, это явление, когда с 57 Это получается он до на 7, 3 или на сколько весовых поднялся? 61, 66, 4. 70. Офигеть. 57, 61. Да, на Поднялся, 3 да, на скаканул 3. вверх. А- Прикинь, вот посмотри. А Не-не, я Алиби верю, говорил, это- это же был пятираундовый Алиби бой. У Алиби, да. И Алиби говорил, что это самый тяжелый его поединок. Да, да. Что... Ну это действительно был бой такой прям. И прикинь, а Мадруга сейчас в 70 килограмм еще и нокаутом выиграл, прикиньте. У него там еще винстрик сейчас идет 3 или 4 победы вот в этой организации Black Combat. Кстати, такая, я тоже так, ну, думал, локально, они там целый стадион собирают, кстати. У них пресс-конференции были, где Сареев был, они в костюмах были такие, ну, А где они организация. дрались? В Корее. В Корее Мгм. дрались. В Сеуле даже, кажется. Ну, там где-то. В принципе, да, там интересный тоже рынок. Я имею в боев. виду, типа, что парень Ты перезапустил говоришь это к карьеру. тому, что можно подняться на 3 весовых. Можно вырасти, говорит. Нет, ну На я турнике имею в виду висите. просто то, что, Кейс ну, есть. типа, всякое разное бывает. Мгм. По идее же, мы же живем в той эпохе, где антропометрия влияет, Мгм. играет большую роль. Типа, мы же от антропометрии отталкиваемся. Взять даже Тайлака, прикинь, Тайлак в 70 килограмм и Мадруга. Ну, это же... ну, не Два сравнить. друга. Два друга, да. Два друга. Тайлак и Мадруга, два друга. Просто прикольно. Даже такие, помните, противостояния были, когда Масвидаль поднялся 77 килограмм с 70 с Цезаром Дарреном Тиллом. Феррейра. Нет, с Цезарем Феррейра. А тот бился в 93
потом 84 и спустился в 77. И они встретились вдвоем. А с Дарреном Тилом И с Дарреном Тилом они он дрались. тоже дрался, по-моему, да? Да, а Даррен Тил потом 84 поднялся. Да. Но я Кстати- имею в виду, что человек с 2 весовых категорий вниз спустился, а один с одной поднялся. И в итоге Масвидаль нокаутировал этого Цезаря Феррейру. По-моему, взлет вообще Масвидалия случился именно после боя Когда с подъем. Тилом. И когда поднялся в Ну и 70 с Да. Аскрином тоже. Вообще у Нет, него- имеется в виду, с Аскреном он закрепил, а так, что его начали ценить после того, как он Тила нокаутировал. Ну, у него вообще взлет начался, когда он в дивизион Его и до этого поднялся. в целом, типа, ну, уважали, он же пришел уже с этого, Со лиги Strikeforce. Кимба, до Strikeforce, еще с лиги С Кимба Кимба Слайса. Слайса, да, уличная. Да, это, кулачка уличный была. бокс, да, У вот него сейчас тоже Барнако. своя лига, да, у Масвидали есть? Да. Да. Кстати, На про голклоках. весовые категории. Канонир же, помните, тоже в тяжах Да. дрался, потом в Да полутяж. этот еще Колье, который с Орловским дрался, он из 84, по-моему, в тяжелом, просто такой жирный стал. Да, да, да. Просто пузатчик. Нет, такой. я имею в виду, подняться тоже надо правильно и опускаться правильно. Ну, чтобы тебе дискомфорт не приносил этот вес. Слушайте, а я вот, ну, мы немного заговорили про этот рейтинг Pound for Pound. Я как медийщик хочу вас спросить. Вот вы считаете, после боя Хамзата, эта волна такая популярности, да, его медийка, его просмотры пресс-конференции были рекордные. И мы помним, как после победы Ильи Тапури тоже был такой вот всплеск интереса к нему. Кто больше медийная звезда сейчас? У кого больше Думаю, медийный вес, у Хамзат. Тапури или у Хамзата? Я В думаю, Европе, Тапури. наверное, больше Тапурия. Да непонятно, кстати. Мне кажется, Хамзат все равно. Ну, Да? нет, если взять наш контингент, конечно, Хамзат. Хамзат, потому что даже когда Роуд за октагон показывали, его показали с человеческой точки, Ой, ну, да. да, с человечной стороны, Да. когда он сказал, что зал построит. Да. И вот это вот цепляет. Мгм. Даже, давно наблюдаю за Хамзатом. И когда он рассказывал в одном из интервью перед боем с Уитакером, он рассказывал, что у него сын болеет, да? Мгм. И это тоже как-то Да зацепило. у него еще, типа, говорю, там как бы есть все на зацепки и в Европе, и типа Да, в да, да, в мусульманском Америке. мире, и в СНГ. Разговаривает на английском. Мгм. У него, ну, взять со всех этих, он такой разносторонний Мне парень. тоже кажется, да, что у него сейчас вес побольше, чем у Тапури. Ну, не знаю, мне кажется, все равно Топори какой-то чуть-чуть опережает, потому что, во-первых, там вот эта машина UFC, медиа-машина, она Ну, его постоянно- ударка, наверное, всегда более зрелищно смотрится. Но так как тотально уничтожает Хамзат, ну, никто так Дрикуса не таскал по клетке. И просто, да, стилистика Плюс разная еще- взять. Плюс еще, мне кажется, у кого бой, типа, был более свежий. Мгм. Да, А тот то и больше запоминается. говорят, да. Ну, насчет ментальности, я думаю, они на одном уровне. Как ментально подходит Тапурия и как Да. ментально подходит Хамзат. У них подход-то разный, но ментально они на одном уровне. Потому Вот что после интервью, помнишь, Джо Рогана Тапури дал? Да. Вообще тоже меня зацепило в Тапурии, когда был Embedded, и они сидели, ну, не сидели, сидели с Альвером в сауне в одно время, там про семью разговаривали. А когда он на пресс-конференции, к нему подходит и говорит: мне тебя жаль. Когда же он сказал: мне тебя жаль, что мы встретимся завтра с тобой, типа, я бы не хотел. Ну, Мгм. я еще раз говорю, жалость для мужчины это, ну, Мгм. самое такое, блин, качество, которое тебя может задеть. И он просто ему сказал, что мне тебя жаль. У тебя было вот когда-нибудь в карьере, что тебе не хотелось драться именно с тем соперником? Тебе вот тоже такие чувства были близкие к этому? К жалости? Да. Нет, к жалости не было. Но я знаю самого себя, что мне лучше с соперником не дружить. Мгм. Потому что с Ильдаром у нас были Вот очень представь, у тебя бы хорошие с Даней отношения. Донченко был бой. Ну, не получилось бы шоу. Я Мгм. сразу вам говорил, что ничего не А с получится. Дидаром. Разные свои Тоже ничего категории. не получится. С тобой тоже ничего не получится. И с Эльдаром у меня не было спортивной злости. А с Викой? С Викой. С Викой точно! Она такой. Я даже вот задумываюсь о реванше, с Эльдаром бы даже реванш не проводил, потому что, ну, у меня с этим парнем очень хорошие отношения. И, может, и первое противостояние не нужно было делать. Потому что у нас очень много знакомых, братьев, друзей. И я Эльдаре только, ну, в позитивном ключе могу высказаться. Поэтому я сам самой себя знаю. И даже вы меня знаете, я стараюсь не контачить в медиа, в пространстве, вот так, чтобы там руки пожимать или еще что-то. После поединка, пожалуйста, хоть за одним столом посидеть можем. Но до боя лучше не проникаться к человеку мне. Иначе пропадает вот эта спортивная Мгм, злость. мгм. Наверное, заключительная тема, о которой Давайте, можно поговорить. давайте. Мне кажется, тема просто такая тоже выстрелила сейчас, особенно в англоязычном СМИ ММА. Это история с сыном Квинтона Рампейджа да. Джексона, Раджой, Тоже прочитала. Да. который Чуть не в убил, целом... да? Да, вообще, короче. Слушай, а ты же мне вообще показал, что это был этот рестлинг.
Да, ну, вообще, это и был рестлинг в целом. А чё он выскочил? Короче, суть в том, что предыстория, ну, у Рампейджа есть 4 детей, у него 3 сыновей, одна дочь, вот, и у него... Он их постоянно на подкастах троллит. Да, 2 старших сыновей, и сам Рампейдж еще дикий такой чел, ну, он такой старой школы, старой закалки мужик, вот, и он всегда говорил, что там всю свою карьеру он копит деньги на боях, там, на подкастах, на всем, типа, младшим детям 2 на колледж и университет, а старшим на залоги, типа, и на суды, вот. Потому что он говорит, они, ну, я воспитывался, он с женой, типа, развелся рано, Ага. и он сам воспитывал детей, короче, ну, и сам понимал, что у него 2 отбитых, короче, а 2, типа, ну, хороших, типа, детей отличников. И у него есть в подкастах тоже там всякие темы, он рассказывал, как, типа, на него вот этот сын Раджа нападал, он его, типа, постоянно троллит, короче, кто-то на него напал, по-настоящему стал его бить, короче, он по-настоящему дерется с сыном, короче, а у него сын профессиональный боец. А я думал, что он троллит, ну, типа, Он один шутит. раз, типа, сына чуть не убил, там, типа, тоже его хотел нокаутировать, он головой ударился, чуть не ударился об стол, там, но в итоге Рампейдж его тоже самое сбил, задушил. Вот, он постоянно про него как бы такой говорит, он еще, ну, и Раджа стал, типа, свой вести, Подкаст. это, у него не подкаст, он стример стал. А, Есть площадка Кик называется, это стриминговый сервис типа Твича, только он более жесткий, там, если на Твиче это больше игры, Мгм. то в Кике больше какой-то вот лайфстайл, типа люди просто... Хотя там, ну, разные тоже есть, но Кик все равно такой более, там, если на Твиче тебя могут забанить за плохое слово, то в Кике, наоборот, рамки дозволенного выше, шире. И, короче, у Раджи там свой, получается, стрим, вот, и он сейчас стал пробовать в рестлинге. И его там все тролли еще, ну, подписчики его все тролли, что, типа, ты без характера, ну, типа такого. Ага. Короче, там все наложилось вместе. Вот. И плюс его батя троллит за то, что он веганом сейчас стал. Короче, все троллили. И прикол в том, что когда у него должен был быть рестлинговый матч с челиком, этот чел, типа, ну, это же рестлинг, там все Да, не в там заправду. И постанова. он об него, типа, банку с газировкой, типа, вот по башке ему дал. Разбил, да. Разбил, видео есть. Ну вот. И, короче, этот, типа, обиду сохранил. И у него по сценарию должен был, типа, сделать ему слэм, и потом 2 фейковых удара ему дать, типа, по башке, ну, как в Да. рестлинге делают. А он ему настоящий. Было А он, все. короче, злой. Они еще, причем после этого, этот извинился даже перед ним, рестлер говорит, чувак, это типа рестлинг, я тебе поэтому банкой по голове дал. Причем там, ну, не по-настоящему пустой банк, типа, дал ему там. Они пожали руки 3 раза. Тот такой, да, хорошо. И, короче, вот этот Раджа ему сделал тейкдаун, и у него какая-то, не знаю, стероидная условно ярость началась, и он просто его жестко, не знаю, Бил его, да. 20 ударов ему просто. Да, Тот, да, причем да. не защищался. А чё, Причем никто не они мог еще были вот остановить? такие, А они не понимают, амплитудные. там еще прикол в том, что Не понимает, типа, да, постанова ли, сами в либо... рестлинге все думают, что это постанова, хотя там не было. Прикол в том, что у него лицевая кость во многих местах сломана, зубы выбиты, и у него осложнение случилось, он в кому там впал даже в какой-то момент. У него осложнение случилось, что он когда был без сознания, у него зубы застряли в горле даже. То есть там такой трэш вообще творится. Сейчас он находится в реанимации, Ужас. в стабильное вроде состоянии, но в реанимации типа. А этого Раджу посадили. Ну, да, сейчас там, Суды. да. Так будут там было вести. видео, он его берет, короче. Я не видел На просто. плечо Нет, закидывает? это все было типа постанова. Не, но он когда его закидывает, мне показалось, что он... Слэм? Это Не, да. я Уже в думаю, слэме что не когда было. делал? Потому что упал, он его, во-первых, опрокинул башкой на канвас. Ну, они так делают. Ну, не знаю, короче, вот именно типа бросок точно был по плану. И два удара последствия было. нет. у них был так, типа, он должен его ударить, они прям обсуждали, он должен, типа, меня кинуть, и дальше пару ударов мне сделать, типа, как будто я отрубился. Все. Потом видео покажешь. Да, в Вестник ММА зайди. Не, там я говорю, там, Телеграм. ну, Телеграм ударов, вестника, наверное, 10 он нанес. Ну, ща Причем покажешь. такие амплитудные, там, знаешь, не вот так вот просто как, да? Как на улице, Он короче. вот так вот прям Даже из-за хлеще, головы. наверное. А тот еще как бы, может быть, знаешь, не знаю, может быть, действительно он вырубился, хотя непонятно. Ну, короче, я думаю, что тот, типа, в любом случае, по сценарию, он, типа, ну, Да, такой да, думает, да. я буду так лежать, ну, как по сценарию. Я просто, он, блин, чуть не убил, получается, человека. Прям близко был к убийству человека. Ужас. Вот И сам, Рэмпейдж чё? ну, Рампейдж говорит, это трэш, ну, это, типа, мой сын, он говорит, я думаю, это из-за того, что он, типа, ну, давеча получил нокдаун, типа, он был в нокдаун тренировке, у него есть видос, типа, его там чувак с ноги, типа, в нокдаун отправил. Ну, тоже так себе оправдание, типа. Ну, это нереальное оправдание, шляпное. Ну, короче, да, тот затаил злость какую-то и такую Я так фигню. понял, старший сын теперь его не пойдет в рестлинг. Это вот старший А, это старший, Раджа, ну, вот, есть тогда еще один. Второй не пойдет в рестлинг. Фиг знает, да я не знаю, тут как бы, да, типа, не знаю, насколько уместны шутки, потому что, реально, чел чуть не отъехал, Мгм. просто вот так вот, по беспределу. И в целом, зная там судебную систему США, Сядет? которая у тебя накапливается, ну, сядет-то точно,
который у тебя накапливается обвинение, у тебя не так, что как там в Казахстане, в России, у тебя есть самая большая статья, по ней тебя судят. А маленькие все, типа, они Накапливаются. Нет, наоборот, Убираются. убираются, да, то есть по старшинству статьи. То в Америке у тебя, например, за эту статью там 2 года, за эту 4, это будет 6 вместе, а не 4. Да. Он может вообще на всю жизнь уехать теперь. Потому что это какая-нибудь Всё попытка суммируется. убийства, да, это Суммируется по-любому. всё. Ну да. Там. Вот. Ну, и стоит сказать, что рестлинг это как бы Не не в тот вид заправду. спорта, который... Нет, он не взаправду, но он и из-за этого не является не травмоопасным. Он очень травмоопасный вид Да, спорта. многие профессиональные рестлеры-то, когда они слэмы вот эти Такаяма, делали, это ж- помните? Да, конечно. Такаяма, который с Доном Фраем Да, вот так да, дрались, да. он же тоже потом стал Он на звездой шею. Он, кстати, И он шею он был сломал, да? звездой. Прикол в причем том, на что- тренировке. Он на Нет, тренировке. На нет, тренировке, он нет, кажется. Нет. Я видео выкладывал в телегу тоже, кстати, по поводу... В рестлинге, да? Да. Жалко. И шею да, сломал. конечно. Да, в рестлинге он, сломал шею, и к нему Дон Фрай в больницу побежал. Он Да, сейчас, типа, да. непонятно вообще сможет двигаться, не двигаться. Ну, это было давно, конечно. Не, я даже недавно мониторил, все еще, типа, он прикован к Лежал. инвалидному Да, креслу. что он там пишет через, ну, когда ему ручку в рот вставляют, и вот так он Ага. пишет, конечно, так общается. Там супер грустное видео, да, типа, есть видео, где они с Дон Фраем рубятся жестко, и потом видео, где они в больнице, типа, Дон Фраем этот плачет, короче, такая Да. грустная, да, тема. Так Потому что там еще фиг вылечишь его, потому что, во-первых, старый, а Да, во-вторых, да. он весит там, 170, 100 не знаю, килограмм. Ну вот, прецедент того, что Да. агрессию надо свою контролировать. Да, в любом стопудово. случае. И интересно, да, как это все будут классифицировать, потому что, может, реально какие-то отклонения, не знаю. Но это жестко, да, что просто А он молодой? Вот этот 25 лет. Что у тебя в башке, если ты вот реально Обид. человека, не защищающегося, пьешь там 10 раз, насколько это надо? Вот. Ну, изначально, когда с отцом ты со своим дерешься и хочешь докрутировать отца Да. своего, то это уже какие-то Да, звоночки. воспитание не очень. Рампейдж тоже всегда был как бы диким, типа. У него дофига там... Ну, он добрый. Помнишь, когда у него был сезон ТАФ? Когда он дверь сломал. Дверь, ладно. Ну, он сломал дверь, это типа самое то, что запомнили все. Но он же на этом ТАФе, он жестко булил, короче, этих. Он сиси Да. называл этого. Да. Он жестко булил Да, всех. да. там. И он, правда, за языком не следит. И конференции. У них с Вандерлеем, видели, да, конференцию? Он же его тоже булил сильно, он ему в голову залез. Но он потому что у них было лично, то есть он мечтал отомстить. У него 2 было боя в Прайде, когда его жестко... И коленом, когда... И 2 раза он Да, его да, да, брутально жестко его нокаутировал. отбили ему бошку. И, конечно, да. Ну вот последствия нокаутов, наверное, отставляют Жесть. какой-то след. На детях. Поэтому, да, на детях даже. Не, Ну, что он воспит- сам на рассказал, я воспита- типа сам воспитывал, а чуваку там надо, не знаю, у него работа, типа, людям голову вбивать тоже в канвас, и понятное дело, что у тебя чуть... И плюс он еще такой гулящий, типа, Да, обожает телок. много было Да. романтических связей. Кстати, тоже быстрое отступление, просто история на ночь. Короче, он же стал один из самых популярных нокаутов в Рампейдже, это нокаут слэмом с Рикардо Ароном. Да. И я недавно, мне стало интересно, потому что Рикардо Ароно в свое время был тоже супер, на самом деле, боец. И в какой-то грэплер момент был просто, топ. да, и ADCC брал. Я вот расскажу, это вот такой кудрявый, да? Нет, Ну, он коротко всё, постриженный. всё. Да, Ну, такой нокаут. такой Да. крепкий бразилец. Химарь. Ну, не знаю, все тогда, наверное, были химарями. Да. В любом случае, у него очень уровень грэплинга и БЖЖ. Бешеный был. Да, и мне прям стало интересно, куда он пропал недавно, стал это тоже искать, зашел, у него там свои несколько академий по этому бразильскому джиу-джитсу, он уже там черный пояс какого-то супердана высокого, тоже с красными поясами постоянно тусуется и вообще, ну прям типа своей академией занимается, много учеников. В общем, короче, чувак себя не потерял, и тоже прикольно, потому что он в какой-то момент просто резко ушел из ММА, хотя у него были, ну, Предпосылки хорошие. да, очень хорошие предпосылки. Он же вроде и с Федором тоже дрался, Арона, нет? Я Нет. могу путать. Ну, надо посмотреть, Арона. надо. Почему-то мне кажется, что... Короче, да, супер. Интересно даже Я посмотреть. вот хотела сделать замечание одному нашему бойцу. Вот теперь, когда ты вот этот трэш рассказал. Ты думал одному из наших... Дидар. Нет. Тебе. Мухаммаджону Курбанову, потому что он, когда Материться? говорил, да, свою речь в октагоне, он матерился, и там, когда Алена стояла, он даже пытался в этот момент микрофон отодвинуть, но это просто не наши ценности, а тут люди вообще какую-то дичь творят. Ну, если вот говорить про... Да, дрался с Федором. Ну, Да, если проиграл, говорить про проиграл. поведение в Ну, равный октагоне, бой был. Да. Бороло он, мне, к примеру, не понравилось, как вел себя... Тайлак? Нет, в Найзе. Кто? Кто приложение делал? Да, Едель. Вот, Ой, Мне было- Едель, да. Едель Оразбек. Мне тоже А не что было? понравилось. ну, как он себя вел после боя. Он пытался еще что-то сказать сопернику, кричать там. Короче, вообще поведение было, ну,
такой несмотрибельный, мне было тяжело смотреть. Я знал, что он будет делать предложение еще. Ага. Я думаю, ну, если он сейчас все приложение сделает. А что он говорил-то? Я просто, ну, Да он вот, когда знаешь, говорил, я там, не знаю. может быть, даже, что он как-то даже не говорил, он там не что-то конкретное говорил, а как он именно себя вел. Вот. Типа вызывающий? Да, вот вообще как-то, знаешь, ну, И неприятно он потом было. Ты пытался хочешь еще ему вызов сделать? Он завершил карьеру, блин, А, он Он извините. завершил карьеру? Он Да. пытался толкнуть соперника уже после того, как они закончили, уже все слова сказали. Ну, это было чуть странно. До боя там Мне выскочил. что не понравилось, потому что это было минут 15. Вот, Да, это было еще тайминги нарушены долго. жестко. Да, короче. Предложение можешь сделать за минуту. Еще, типа, сказать все, что хочешь за 2, я не знаю, ну не 15 минут. Я что-то вот тут реально уже. А я не знал, что он завершил карьеру. Ну, он так сказал. Да, он завершил карьеру, потому что Они до- с- они с у него Жуманом была это поменялись травма местами. глаза, по-моему. И Он там 2-3 операции сделал на глаз. Ну, судя по его словам, Мгм. после боя. Мгм. Окей. Да всё. В целом, да, это, наверное, все, о чем мы хотим рассказать. А этот иглы А, все. ё-моё. Суён! Суён! Суён. А, все. Нет. Айка решила. Сейчас она вбежит в студию. Сонги сказали. Да, по Суёнгу, кстати. Короче, друзья, да, не забывайте про подписки на наши социальные сети. Это и наш ютубчик, на котором мы еженедельно, получается, в понедельники ведем подкасты на Задай. Это и наш тикток, на котором у нас развлекательный формат, прямые эфиры и все прочее. И инстаграм, где анонсы боев. Тоже много всего интересного. Есть еще сайт, есть приложение. Короче, на любой вкус. Есть всякие разные соцсети. 27 сентября Аскемен, турнир Найза под номером 77. Наверное, это все, что мы хотим вам сказать. Пока.